У меня были прям очень большие стереотипы об арабских странах. Мне было прям страшно приезжать. На деле Катар оказался реально развитым, безопасным и высокопотенциальной такой страной, где есть возможности роста как в сфере образования, так и в сфере в карьере. В плане инфраструктуры, именно медицинской, это одна из топовых стран. В плане персонала она далеко позади от кыргызских специалистов, даже от кыргызских специалистов. Я в следующий раз буду к вам приезжать, когда буду в Дохе, и здесь заниматься. Ценная информация, если нас смотрит молодежь, если захотят наши молодежь из Кыргызстана поступить в этот университет, Айдана, вы поможете им? Конечно. Да, слышали, да? Лень – это единственное, что убивает все цели и мечты. Урматтуу биздин мекендештер, биз бүгүн Катар өлкөсүнүн Доха шаарына келдик. Бүгүнкү биздин чыгарылышта биздин маектешибиз, биздин мекендешибиз Сапарбаева Айдана болмокчу. Дорогие наши телезрители, мы в данное время находимся в Республике Катар, в городе Доха. Сегодняшняя наша участница проекта Мекендештер Сапарбаева Айдана. Добрый вечер, Айдана. Рад вас видеть. Специально из Кыргызстана приехал телепроект Мекендештер снимать про наших соотечественных, которые находятся в Дохе. Для нас очень интересно ваш успех, ваша работа, ваша карьера. Здравствуйте еще раз, меня зовут Айдана, добро пожаловать в Катар. Айдана Сапарбаева родилась 9 декабря 1998 года. Училась в средней школе номер 60 в городе Бишкек. Получила высшее образование на факультете экономики и управления Международного университета Алато. На 3-м курсе обучалась в Германии по грантовой программе Erasmus+. В 2018 году с друзьями основала студенческую ассоциацию социальных работников «Джарык», которая занималась программой помощи студентам с ограниченными возможностями в трудоустройстве. В университете была членом команды «Энактус» и реализовывала социальные проекты. В 2019 году команда Айданы стала национальным чемпионом и представила Кыргызстан на мировом кубке «Энактус» в Сан-Хосе, США. В 2020 году поступила в магистратуру университета Хамад бин Халифа на программу социальной политики. После окончания магистратуры устроилась на работу в компании Loft A, где в настоящее время занимает должность координатора по развитию проектов. Да, давайте начнем с того, как получилось. Вы откуда сами из Кыргызстана, именно с какого региона? Как получилось, что сюда приехали? У меня родители, получается, с Иссыкуля, но сама я родилась и выросла и получила школьное образование в Бишкеке. Потом я поступила в университет, в Международный университет Алато. Обучалась там 2 года и на 3-м курсе по программе обмена Erasmus+ улетела в Германию. Продолжила образование там, обратно вернулась в Алато и завершила, получила, получается, бакалавриат Международного университета Алато. И впоследствии решила, что хочу получить степень магистра, продолжить дальше свое образование. И поступила в университет в Катаре. Называется Хамад бин Халифа University, HBKU. И таким образом я оказалась в Катаре, и после выпуска предложили хорошую работу, решила остаться и попробовать свои силы. Вообще такой вопрос. Здесь в Катаре, когда приезжают наши соотечественники, там кто-то учиться, кто-то работать, вначале бывает всегда тяжело. Наверное, надо знать языки или знать законы. Да? Вообще, как здесь законы и вообще какие трудности есть, если молодежь приедет? Если прям честно, то перед тем, как я получила, получается, письмо с университета о том, что я поступила на грант, у меня были прям очень большие стереотипы об арабских странах. Мне было прям страшно приезжать, элементарно даже у меня родители, я помню, как мы сидели, и мы обсуждали: Айдана, ты уверена, что ты хочешь получить образование там в арабской стране? Там отучилась в Европе, и потом, куда ты вообще в Катар собралась? Потому что Катар, в
принципе, до чемпионата мира была какая-то малоизвестная страна, и даже у меня родители, вот я говорю, они боялись меня отпускать, потому что, опять же, стереотипы. То есть это арабы, это опасно и так далее. И у меня были те же самые стереотипы. Я очень долго думала, стоит мне соглашаться, не стоит. Сделаю я этим хуже себе, может мне все-таки обратно полететь в Европу, продолжить образование. Но в какой-то момент я, не знаю, то ли это интуиция, то ли что, но у меня было интервью с профессорами с университета, и я поняла, что большинство из них были иностранцы, в основном с Канады. И мне они очень понравились. Мне понравилась сама программа, мне понравился сам университет. И, понятное дело, мне понравился сам грант, который мне предложили. И я решила, давай рискну. Прилетела, и, если честно, я поняла, что я не ошиблась. Потому что все стереотипы, которые у меня были в голове об арабской стране, они все разрушились. И на деле Катар оказался реально развитым, безопасным и высокопотенциальной такой страной, где есть возможности роста как в сфере образования, так и в сфере в карьере. Наши телезрители иногда задаются таким часто вопросом, вообще как можно сюда приехать, и чтобы сюда приехать, молодежь, да, что он должен знать вообще? Невозможно же там просто приехать и все сложится, да? Наверное, надо какие-то законы знать или язык. Что вот советуете для молодежи, если кто хочет за границу поехать? Окей, опять же зависит, с какой целью они хотят сюда приехать. Если, допустим, в сферу образования, понятное дело, язык это номер один. Даже если хотят приехать работать, то я, наверное, скажу, что знание языка это обязательно. И при этом я не имею в виду арабский язык, я имею в виду английский. То есть английский должен быть на хорошем уровне, чтобы, в принципе, мне кажется, сейчас об этом даже не надо упоминать, потому что это уже такая базовая вещь, то, что если ты хочешь учиться или работать за рубежом, ты должен знать английский. И Катар этому не исключение. В плане таких моментов, что я бы посоветовала изучить перед тем, как сюда прилетать, это не только касается прилететь на учебу, прилететь на работу или просто как турист. Я бы посоветовала изучить законы этой страны. В любом случае, какая бы эта страна ни была развитая, позиционирующая себя как туристическая страна уже сейчас и так далее, здесь есть довольно строгие законы в отношении культуры. Потому что давайте не будем забывать, что это исламское государство, все законы на основе шариата, и здесь есть строгие правила, элементарно, начиная с дресс-кода, то, что нельзя там в мини-юбках разгуливать в публичных местах, и начиная от того, что там видеосъемки, да, то же самое, с чем столкнулись, я уверена, и вы. То есть нельзя просто выйти там в любые публичные места, там парки и так далее, и начать снимать всех на видео, чего, в принципе, в Кыргызстане ты спокойно можешь снимать все видео и фотографии кого угодно. Здесь это под запретом, потому что это культура, здесь катарская культура, и как раз ты прилетаешь сюда даже как турист, не только на учебу или на работу, надо уважать здешние законы, и надо о них в первую очередь знать. Кстати, разговаривая о загонах, хотел бы еще пару вопросов задать. Вот, вообще, как здесь медицина, страховка и так далее, да, там, и вообще, какая заработная плата средняя? Насчет медицины и страховки, когда я обучалась в университете, и также сейчас у меня в компании предоставляется медицинская страховка. То есть, если в случае чрезвычайной ситуации или даже ты заболела, ты можешь спокойно пойти в больницу, и страховка покроет все расходы. По крайней мере, в моем случае было так. Но насчет качества медицины я могу сказать, что если даже я болею гриппом и так далее, я просто пью обычный китайский антигриппин и никогда не хожу в местные больницы, потому что я не доверяю специалистам. У меня был опыт, что, да, не спорю, заходишь в больницу, это оборудование, сам интерьер больницы, очень чисто, все красиво, самые новейшие технологии, все наворочено, но в плане персонала
То есть, когда ты приходишь, садишься к доктору и начинаешь говорить свои симптомы, и ты примерно уже понимаешь, чем ты заболела, а доктор тебе просто дает панадол на все случаи жизни, это немножко настораживает. Ну, то есть, может, это немножко скептично, и у других будет совсем другое мнение, но, на мой взгляд, в плане инфраструктуры именно медицинской, это одна из топовых стран. В плане персонала она далеко позади от кыргызских специалистов, даже от кыргызских специалистов. Это мое мнение. Насчет вашего вопроса про зарплату, я, наверное, воздержусь от ответа, потому что... Ну, примерно хотя бы. Я вам скажу так. По закону есть минимальная заработная плата, которую должны работодатели платить. Это примерно $500. Нет лимита, насколько много ты можешь зарабатывать, потому что в первую очередь это зависит от образования, квалификации и на какой позиции ты находишься. Даже у нас в компании есть персонал, который зарабатывает минимум, и есть персонал, который зарабатывает очень большие максимум, деньги. Да. Давайте продолжение нашей беседы. Мы сейчас поедем к вам в офис, к вам в университет, и те объекты, которые вы построили, да? Да. Ну, получается, не только построила, наша компания сделала полностью дизайн, строительство, и мы сейчас занимаемся менеджментом этих проектов. Все, тогда пошли. Продолжение нашей беседы, Адиана. Мы сегодня пришли к вам на работу, в офис. Ну, давайте рассказывайте. Пошлите. Так, добро пожаловать в лофт A. Ага, так. Это наш офис. Получается, наша компания занимается дизайном, строительством и менеджментом разных проектов. Поэтому здесь именно головной офис. Поэтому у нас здесь не настолько много стафа работает, то есть максимум 10 человек менеджмента. То есть это директор, high management, проектный менеджмент — это я, и есть еще одна коллега, которая занимается проектным координаторством, и в основном финансовый отдел и инженеры. То есть это такой маленький офис, откуда все головное управление идет. А по всем проектам у нас есть свои маленькие офисы со своим стафом, со своим менеджментом и так далее. Ага. Вот эта зона, ну, в принципе, из-за того, что мы такая дизайн-фирма, дизайн офиса тоже как бы олицетворяет наше видение. То есть поэтому это такой open space. То есть означает, что мы прозрачно ведем любой наш проект, мы открыты ко всем идеям, и в принципе у нас всегда атмосфера тимбилдинга, такой teamwork. Мы всегда общаемся друг с другом, и такой открытый офис. Здесь у нас сидят в основном технический став, это инженеры, дизайнеры, креативная команда. Здесь это проектный менеджмент, мой стол. С вот таким видом я работаю. И здесь сидит девочка, наш проектный координатор. Я смотрю, у вас здесь рыбки, да? Да, это моя золотая рыбка. И еще 2 рыбки есть. Классно, классно, супер. Расскажите о компании, самой компании. Когда была создана компания, в каких тендерах участвуете? Компания, она молодая, была создана лет 5 назад, и получается, основателями являются местный партнер и директор с Ливана. То есть они решили вначале создать такую компанию, которая будет как маленькая дизайн-студия, которые будут делать только дизайн всяких объектов, потому что директор сам является архитектором. Но впоследствии начали получаться лучшие проекты, больше предложений, но сам бизнес начал расти, из-за этого они решили расшириться и добавить еще строительство и менеджмент. То есть поэтому сама компания, она предоставляет полный пакет услуг, то есть она занимается и дизайном, и строительством, и менеджментом любых объектов, но самая такая специальность узкая является туристические объекты.
Окей. Если говорить более детально, как весь процесс работы идет именно с хед-офиса, с менеджмента, это здесь все государственные проекты открываются через тендерный портал. То есть один портал, где все министерства, начиная с туризма до военного министерства и так далее, все должно проходить прозрачно через определенный портал. Мы находим тендер, который нам подходит. Например, открыт тендер на участок земли, где хотят построить какой-то туристический резорт. Это нам подходит. Мы можем предоставить услугу дизайна, строительства и потом менеджмента. Мы начинаем готовить полностью документы, начиная с идеи. Например, окей, давайте построим резорт, который будет в стиле там, моря или еще что-то. То есть разрабатываем полностью концепцию. Это такая креативная больше работа, где нужны очень много идей, где у тебя должен быть такой вкус к цвету, ко всему, то есть такая креативная пара. Ну и нужно творчество. Да, это тоже. Потом идет процесс строительства и потом менеджмента. И получается, мы находим вот такие тендеры, мы подготавливаем полностью файлы, чтобы подать на этот тендер. Именно этой работой и занимаюсь я. То есть я подготавливаю полностью бизнес-план, как я вижу этот проект, начиная под ключ, да? Именно начиная с сырой земли и до того, как это будет выглядеть, например, по окончанию проекта, и как это будет работать и так далее. И подаю на этот тендер. И если тендер выигрывает, мы берем этот проект и начинаем полностью реализацию этого проекта. Здесь у нас финансовый отдел, сидит бухгалтер и помощник. Good morning. Тибичина from in Kyrgyzstan. Окей, весь мой стаф очень хорошо знает Кыргызстан. Я им уже всю историю рассказала. Так, здесь кабинет директора. О, какой вид шикарный, да? Да. Классно. Такой, когда выбирали офис, мы выбирали из того, что мы хотели какой-то микс старого города и нового. Знаете, здесь вид на старую Доху именно, может быть прям. В основном вилла тайп, видите, все здания. А здесь уже такой даунтаун, новый город. Классно. Пойдемте дальше. Это конференц-зал, да? Я так понял. Это у нас по каждому проекту проходят внутренние встречи обязательно, потому что, как я уже сказала, мы должны держать под контролем все наши проекты, то есть мелкие, которые по объектам. У нас раз в неделю проходят внутренние встречи, когда менеджеры объектов приезжают, и мы обсуждаем, то есть какие проблемы у них в проектах, как мы можем это решить. То есть все внутренние встречи проходят здесь. Здесь, да? Да, классно, видно. Он такой у нас дизайн. Я смотрю, вы еще сертификаты взяли. Да, это сертификаты называются ISO, International Standard. Так, давайте я не буду миксовать английский. Да. Но это, получается, сертификаты стандарта качества. Ну, то есть, даже если вы, кстати, в Катаре, что очень классно, компания не имеет права участвовать даже в тендерах, если у них нет определенных сертификатов. Начиная с сертификата классификации, то есть компания должна иметь этот сертификат именно от Министерства финансов. Плюс должны быть определенные сертификаты качества. Например, если мы компания, которая оказывает услуги дизайна и строительства и менеджмента, то есть у нас должны быть международный сертификат, что мы по всем стандартам подходим, чтобы этот сервис оказывать. Поэтому здесь вы видите там Health and Safety Management System, то есть любое здание должно соответствовать стандартам здоровья и безопасности. Это Facility Management, то есть Facility Management это больше мы нанимаем персонал, чтобы работали на объектах. То есть сейчас мы поедем, например, в один из наших проектов, и весь персонал был нанят нами. То есть у нас должны быть определенные стандарты, какая у персонала должна быть квалификация, какой опыт работы, в зависимости от типа проекта, который мы ведем. Там quality management – это контроль качества, и environmental management, то есть окружающая среда, sustainability и так далее.
Супер. Кстати, мы сегодня, наверное, поедем к тем объектам, где вы выиграли тендеры, да? Вы сегодня какие объекты нам покажете? Ну, смотрите, я хочу показать объекты, которые, наверное, больше всего близки моему сердцу. Ну, это те проекты, которые были одними из первых. То есть мой первый самый проект, когда я пришла в эту компанию, это был West Bay Beach, государственный пляж. Второй проект находится в пустыне, area называется Sea Line, и он представляет такой adventure park на квадроциклах по пустыне. То есть может звучать что-то очень простое, но на самом деле, когда ты подготавливаешь сам проект и как это должно работать, на самом деле это немножко сложно, потому что здесь любой спорт, квадроциклы это считается спортом, не только квадроциклы, там есть еще и байки такие прям профессиональные, это считается спортом и такой с высоким риском травм, смерти и так далее. И здесь государство это очень сильно отслеживает. Поэтому это один из таких критичных проектов, где я больше всего нервов трачу. А пляж это такой проект для души, знаете. Поэтому я хочу показать вам два самых первых проекта. Ну, тогда поехали. Продолжение нашей беседы. Давайте начнем. Вот это первый проект, да, ваш? Да, это мой. Да, расскажите подробнее о нем. Ну, проект сам называется West Bay Beach. Он представляет собой, в принципе, легко и просто. Это государственный пляж. Ну, здесь, наверное, в отличие от пляжей в Кыргызстане, обязательно платный вход, то есть все должно быть регулироваться, должны быть свои правила, которые нельзя нарушать. Ну, то есть полностью какая-то компания должна заниматься менеджментом. Тут нет таких пляжей, где он просто открытый, и ты там, ну, по крайней мере, внутри города такого нет. Есть только дикие пляжи за чертой города, где люди могут бесплатно там купаться в море и так далее, но именно внутри города обязательно какая-то компания должна заниматься менеджментом. И получается, это мой самый первый проект. И как вы заметили, вся концепция, она такая яркая, разноцветная, в ярких тонах, потому что мы хотели создать именно такую очень открытую зону в очень консервативной стране. Насколько вы заметили, у нас на пляже, например, даже девушки могут ходить там в бикини, в открытых одеждах. Это было сложно добиться, конечно, разрешения на это, но тем не менее, так как пляж находится именно в районе West Bay, в основном таргет наш это европейцы, русскоговорящие, то есть те, кто ищут такой прям пляжный отдых, не консервативный, где они не будут одевать буркини, там, хиджаб и так далее, а могут прийти просто полежать, позагорать и покупаться. Если говорить про сам проект и почему я горжусь этим проектом, это потому что West Bay Beach это больше, чем просто пляж, по крайней мере для меня, потому что у нас есть определенная программа, над которой очень много людей работали, чтобы сделать этот пляж полностью accessible, то есть он доступен даже для людей с ограниченными возможностями. Один из самых таких уникальных моментов, то что у нас на пляже есть трап, который для инвалидных колясок, ну, то есть люди с ограниченными возможностями, да, специально был построен, могут купаться в море. Сейчас мы можем пройтись, посмотреть. Еще один момент, то есть мы большое внимание уделяем таким социальным мероприятиям. Тоже, например, октябрь считается, прошлый месяц считается в Катаре, даже это такой международный день рака груди. То есть из-за этого мы прям провели ряд мероприятий на эту тему. У нас очень часто происходят мероприятия, посвященные образованию, инклюзивности. Ну, то есть такие социальные темы, которые очень важны. Элементарно вот из-за того, что сейчас идет война в Палестине, у нас проходят такие сессии терапии, там арт-терапии, где просто люди... Это никак не связано ни с политикой, ни с чем. Это просто сделать имидж проекта, то, что мы всегда готовы делать что-то для людей. Знаете, из-за этого все наши мероприятия и все классы и сессии, которые проходят, они адресованы именно на то, что происходит на международном уровне, на то, что реально нужно и важно людям. То есть из-за этого пляж это больше не пляж, у нас больше всего людей именно приходят именно за счет этих мероприятий. То есть, как вы заметили, у нас есть даже экран, где мы делаем всякие movie night и так далее. Да, вот такое.
Ну, это больше как, я даже не знаю, как на русском сказать, это как community engagement hub, знаете, такой хаб именно для населения, для нашей именно лояльной такой базы клиентов. And now we will do a small tour on the beach. I will show you everything what we have, facilities in our beautiful beach. Let's go. Сейчас он хочет провести нам небольшой тур, чтобы показать все, что у нас есть. As you saw here is the entrance and where the people will pay first and then enter. Okay. And we have the security for everything, for the security of our beach. Here our main office. Later on, this one will be the retail shop for our beach. Like we will have everything for the beach. And here our bathroom for male and female. And we have also a first aid, a small clinic. Quick stop. Он рассказывает то, что у нас также на пляже имеется клиника. Вот эту часть можно снять. Потому что, да, здесь есть клиника, у нас пляж работает с 8 до полуночи, до 12 ночи, и медсестра тоже находится здесь, да. То есть даже если там маленькая царапина происходит, люди прибегают в клинику, и им должны оказать помощь. Да? Да, это клиника. Также у нас, вот я вам рассказывала про то, что у нас есть трамп для Sea-Line. Yes, this one for the special cases, Да. special needs. And also we provide, I forgot to tell you that we provide also floatable water for the kids to play here, the volleyball court, as you see. And let's see there. And here we have the ramp for the special needs. Для людей с ограниченными To enjoy also the beach and use our beach to swim. Специально построен, да? Да, специально построен. Вон оттуда они вот так на колясках спускаются. Да. И в основном даже этим трампом пользуются не только люди с ограниченными возможностями, но еще и пожилые люди, там просто у кого трудности именно какие-то физические. Ну, то есть на самом деле очень полезная инфраструктура, которая в принципе должна быть в каждом пляже, знаете. А часто приходят люди с ограниченными возможностями? How often we have visitors with special needs who are using the ramp? There is more people are using this one, yeah. We are coming like mainly for our beach because we have the ramp. It's the only beach in Doha that we have this ramp. Okay. Он говорит, что в основном люди с ограниченными возможностями приходят на наш пляж только из-за этого трампа, потому что это единственная инфраструктура в Дохе. Ну, то есть больше ни на одном пляже нет, из-за этого люди приходят только сюда. And as you see here is the water activities. We have the jet car, jet boat. Now all are booked already. But we have Да, развлечения. we have the jet skis, jet car, jet boat, banana, donuts, kayak, scooter, everything we have. But now there is nothing because all is booked, is outside. Сейчас люди просто из-за того, что выходной. We are the only one beach in Doha that have mosques inside, and also pet potty area, because here pets allowed, friendly. Okay. Он говорит, что в принципе в Катаре не так популярно, чтобы внутри пляжей были молитвенные комнаты. А из-за того, что у нас действительно контингент, который приходит на пляж, он же прям такой разнообразный. То есть не только европейцы, но и люди, которые там молятся и так далее. Поэтому мы решили и добавить это. И также он говорит, что у нас пляж он разрешен для животных. Ну, то есть там кошки, собаки, всем можно. И это единственная эрия, чтобы пляж сам не загрязнять, специальную эрию для них создали. Also, we have here the fan zone that we did during the World Cup. We did like most of the beautiful fan zone in Doha, and also for the Asian Cup, we did also we show here the matches.
for the World Cup and the Asian Cup. And also we are using it for events for cinema, for the kids movies and adult movies also. And most of the events are doing here also. Он рассказывает то, что сам проект, кстати, он открылся прямо перед чемпионатом мира. И во время чемпионата мира этот пляж был одной из главных фан-зон. То есть мы делали скрининг всех матчей, чисто фан-зона, знаете, там с диджеем, с просмотром матчей для болельщиков и так далее. И то же самое было во время Азиатского кубка. И у нас, я даже помню, что когда Кыргызстан играл, прям такая болельщики, даже если иностранцы, но они прям болеют за Кыргызстан. Ну, это было классно. And here we have the calisthenics area, because here in this beach we are supporting this sports and the healthy gymming lifestyle, healthy. And also we have the sports hub, also for gymming, for yoga, for classes. Like more than option, not only for calisthenics. Or there is yoga classes, there is meditation classes. Я-то понял, что Ну да, хочет, да. Ну, как всё. проект, Да. просто это одно из таких видений проекта, то есть мы пытаемся даже гостей, которые просто приходят на пляж, для них там предоставить бесплатные фитнес-классы, йога-классы и так далее. Это как наше видение создать прям такой support, healthy and sporty lifestyle назвать, знаете, чтобы просто люди были более спортивные, вели здоровый образ жизни. Yeah, as you see, we are together the same. We have one pack better than 6 packs. Я в следующий раз буду к вам приезжать, когда буду до Хипра, и здесь заниматься. Окей, nice. Второй проект, который я хочу показать, это называется Sea Line ATV Area. Это зона, где люди арендуют квадроциклы и байки, чтобы водить в закрытых траках или в пустыне. То есть в чем заключается наша работа компании в менеджменте этого проекта. Опять же, мы сделали полностью дизайн и строительство этого места, которое абсолютно огромное. Он состоит из 30 шопов, где можно арендовать эти квадроциклы, и административная зона. Административная зона, где находятся все эти офисы. И наша работа заключалась в том, чтобы разработать всю процедуру по тому, как обеспечить безопасный опыт вождения. То есть безопасное вождение как в пустыне, так и внутри закрытых траков. Да. И в основном здесь была работа менеджерского состава, то есть, например, у меня нет опыта, у меня никогда не было опыта, как вообще эта процедура должна происходить, но опять же, с помощью мы нанимаем там всяких экспертов и так далее, которые уже долгое протяжение времени работают в таких проектах, они нас консультируют, и мы разрабатываем всю программу. My name is Yusuf and I'm the ATV zone site supervisor, and basically we are providing here safety and security for all of the customers. Either they are tourists or people who lives here as a resident, either locals or the residents people. Let me translate. Wait. Он говорит, что он Юсеф, он является менеджером этого проекта. Сам проект называется Sea Line ATV Area. И здесь главная задача, что мы вообще делаем, мы обеспечиваем безопасность и все процедуры для безопасного вождения именно байков, квадроциклов в пустыне. И у нас есть свои траки, то есть внутри траков тоже. Basically, we are providing here safety since the new rules came from Ministry of Tourism that all of the quad bikes, such as these bikes, okay, they will be only riding inside the tracks here. We have 8 tracks from 1 to they are for the kids, and 3, 4, 5, and 6 it's for the advanced and the professional who's riding the quads. 7 and 8 they are especially for the cross bikes.
Let me translate. Окей. Он рассказывает, то, что здесь есть больше 25 шопов, которые арендуют вот такие квадроциклы или байки. И наше обеспечение безопасности именно заключается в том, что мы не разрешаем водить эти квадроциклы в пустыне, то есть в открытой зоне, только внутри определенных траков. У нас есть 8 траков, есть для любых уровней, то есть для начинающих, для intermediate level и для профессиональных байков, ну, например, кто занимается этим профессионально, для них есть отдельные траки тоже. То есть они закрытые, с заборами, то есть, потому что это главная цель, что в пустыне риски жертв, там, риски то, что аварии случится гораздо больше, поэтому мы ограничиваем вождение только внутри закрытых траков. And as you can see, the entire area it's already restricted for only the bikes, nothing else than the motorbikes, which is specialized for the desert, as I showed you for these ones. However, we have 30 shops here, starting from number 1, number 2, and number 29 and number 30. They are just only mechanic shops. They are specialized for fixing the buggies. You can translate that, so I can just start for the other. И он рассказывает то, что всего есть 30 шопов, которые арендуют байки, и некоторые из них, они чисто для механической работы, то есть для того, чтобы если что-то сломалось, их чинить и так далее. А остальные все, они все, ну, то есть любой турист или резидент может прийти и арендовать байк. Вот так. Okay. And and the rest of the shops from number 3 until number 28, they are all rental shops. They are renting quad bikes as well as buggies. As I said, the quad bikes, they will be only riding inside the track, and the buggies, because they are big and with the big engines and the size of these bikes, it will be only driven by 18 plus years old people. And they will be only riding over the dunes outside, along with a tour guide will be already hired from the shop itself. Окей. И, например, есть два типа байков, которые могут люди арендовать. Есть обычные квадроциклы и есть закрытые баггис. Ну, то есть баггис из-за того, что они больше размером и безопаснее, чем обычные квадроциклы, их можно водить в пустыне, и просто обязательно должен быть гид, который будет им сопровождать. А квадроциклы только внутри траков, и их нельзя водить просто в пустыне. Okay. Let's move to our procedures. Yeah, I think the shop. So for the procedures, as you see, when the people are coming, the customers, when they are renting the shops, renting the bikes from the shops, they will be just taking it from the shop itself, and they will drive all the way in here because there is no entry or exit unless they should pass it from here. As you can see, we have here like the main gate is only for prepared for the shop owners or the mechanics, as well as it's the entrance for all of these cars for such emergency, police, traffic department, as well as the hospital itself or the emergency cars. Он рассказывает, что любой человек, который арендовывает квадроциклы, он должен обязательно проходить через нашу процедуру, через наш офис, то есть только один вход есть. Нет, они не могут арендовать байк там в середине где-то. 30 шопов – это огромная территория, они не могут где-то в середине арендовать и выйти где-то еще. Обязательно они должны приехать сюда и пройти всю процедуру проверки. Без шлема они не имеют права вообще входить в зону и водить. То есть это обязательно. Если их не устраивает, если они не хотят одевать шлем, если мы видим, что состояние квадроцикла плохое, мы им не разрешаем входить в траки, а обратно возвращаем в шопу, и пусть арендовывают другой байк или исправляют состояние. So once they are arriving, all of these procedures, I can show you, it will be happening all in this area. Он рассказывает, что именно начиная отсюда, полностью вот эта зона, это для наших процедур проверки безопасности. То есть мы даем инструкции по вождению, если мы видим, что человек не умеет водить или это первый раз, когда он сел на байк. Проверяем полностью, опять же, все шлемы, состояние квадроциклов и так далее. То есть полностью вся процедура оценки и инспекции проходит в этой зоне.
So if everything is okay and everything is perfect, that they are ready to go, either use the tracks or going outside on the dunes. После того, как они проходят полностью процедуру проверки, уже другая часть команды начинает свою работу. Это то есть внутри траков. Внутри траков у нас есть маршалы, у нас есть охрана и у нас есть супервайзеры по трафику. То есть даже внутри траков мы разработали правила. То есть нельзя водить выше определенного лимита по скорости. Нельзя водить в разных направлениях. То есть внутри трака все должны двигаться в одном направлении. То есть опять же нельзя снимать шлем после того, как ты уже зашел внутри трака. Внутри трака могут происходить разные аварии, например, accidents, то есть человек может просто ехать по прямой дороге, там упасть, и наша команда должна немедленно вмешаться, вызвать скорую. Ну, то есть в плане этого наша задача заключается в постоянном надзоре, что происходит внутри каждого трака, следить за трафиком и следить за тем, что любой accident, который происходит, мы немедленно реагируем и решаем эту проблему. Продолжение нашей беседы. Айдана, мы приехали как раз в университет, где вы учились и закончили. Расскажите об этом университете. Да, конечно. Так, университет сам называется Хамад бин Халифа University, вкратце HBKU. Он является государственным университетом под катарским фондом. То есть здесь в основном все университеты находятся под Qatar Foundation. Это, мне кажется, уже известный факт, что шейха Моза открыла вот этот фонд именно чтобы развивать образование в стране. И это является государственным университетом. Я подавалась на эту программу магистратуры в 2020 году на программу Public Policy. Это, если переводить дословно, государственная политика. То есть и у меня направление было именно социальная политика, социальные проекты, например, направленные на искоренение бедности, на помощь нуждающимся группам населения и так далее. То есть это, в принципе, моя страсть по жизни, в какой сфере я бы хотела на самом деле работать и развиваться, и поэтому я выбрала эту специальность, чтобы подать. Получается, до этого я училась в Германии, и когда я закончила бакалавр, я не знала, в принципе, что делать на самом деле. Я не знала, стоит мне поступать на магистратуру или не стоит мне попробовать поработать в какой-то сфере и потом поступить. Но я начала изучать, в принципе, программы магистратуры по всему миру и поняла, что из всех университетов я точно понимала, что я хочу заниматься социальной политикой и социальными проектами. И я начала смотреть университеты, где хорошие условия, где качественное образование. И плюс для меня был очень важный факт, что есть возможность гранта. И так я начала, это было в принципе легко, это опять же мой любимый друг это Google, там просто в интернете я начала смотреть, какие университеты есть, в принципе, и у меня не было, если честно, приоритет, то есть у меня не было такого, что я хочу учиться только в арабских странах или только в Европе. Я смотрела просто все университеты в мире, в мире и адекватно оценивала, в какие университеты я смогу поступить, а в какие нет. То есть и потом я нашла университет HBKU, рейтинг был очень хороший, и именно отзывы аламников, то есть выпускников, которые заканчивали этот университет на мою программу, они были очень классные. То есть действительно люди, которые заканчивали социальную политику в данном университете, они обустраивались там в международные организации, как UN и так далее, и это было для меня мотивацией. То есть я всегда старалась выбирать универ, основываясь на отзывах выпускников. А потом я поняла, окей, я хочу подать в этот университет. Параллельно с этим университетом мне еще один университет понравился, он находился в Австрии.
Центральноевропейский университет. И я решила, окей, это два университета, на которые я хочу попробовать подать. Я начала готовить пакет документов. Пакет документов был несложный. В основном он включал, в первую очередь, это CV, ну, то есть резюме. И резюме, ну, это опять зависит от специфики профиля, на который ты подаешь. Из-за того, что у меня социальные проекты, там, public policy и так далее, они делали упор при отборе именно на социальную активность. То есть и в школе, и в университете я всегда занималась волонтерством, делала очень много проектов, именно просто социальные, какие-то благотворительные и так далее проекты. Поэтому это послужило для меня плюсом. То есть у меня резюме не было пустым, и я очень много уделяла времени именно волонтерству. Второй пункт, это по важности было мотивационное письмо. Мотивационное письмо, на самом деле, я никогда не знала. До того, как я поступила сюда, я не знала, что это играет настолько важную роль. Но когда я уже поступила, и я начала знакомиться с профессорами, я поняла, что меня запомнили именно по мотивационному письму. Поэтому мотивационное письмо должно быть каким-то, не знаю, эмоциональным, таким, что люди прочитают, и они запомнят себя, знаете, вот таким должно быть. Прям надо попытаться это настолько написать, чтобы это было очень эмоционально, очень так чувственно, чтобы была изюминка, знаете, такая. Следующий момент, это были рекомендационные письма. 3 рекомендательных письма, неважно, там это будет академические профессора твои из бакалавриата или там рабочие руководители, любые 3 рекомендательных письма. Я взяла рекомендательные письма от своих кураторов по проектам, где я волонтерила, и плюс ректора университета Алато, и он мне написал классные рекомендательные, и это мне тоже помогло. И еще один важный момент, конечно же, английский язык, тест, ну, то есть либо TOEFL, либо IELTS. Я сдавала TOEFL, и я готовилась, я даже не могу сказать, что я готовилась к TOEFL, из-за того, что, наверное, у меня бакалавр образования было на английском языке, мне было как-то проще его сдать. Но, опять же, многие просто выпускники преувеличивают сложность, не знаю, подготовления к TOEFL и так далее, как будто это что-то очень сложное и так далее. На самом деле, даже в этом университете, когда я уже начала знакомиться с отборочным комитетом и так далее, они мне сказали, что английский язык для них это просто главное, чтобы они понимали лекции, это минимум requirement, ты должен совпадать, но это не самый главный критерий, знаете. Ну, то есть, поэтому даже если у вас не супер там какой-то высокий уровень английского языка, можно подтянуть, подготовиться к самому тесту, сдать его и просто подать. Если у вас минимум там, не знаю, 80 баллов уже есть, то все, вы этот пункт закрыли, да, и так далее. Вот из своего опыта, наверное, я скажу, что самые главные критерии отбора именно в этот университет – это мотивационное письмо, рекомендательные письма и плюс интервью. Как ты пройдешь интервью? То есть на интервью у меня, конечно, спрашивали вопросы прям касательно сферы, в которую я поступаю. Ну, то есть они мне задавали очень каверзные вопросы, там какой-то сценарий могли дать. Вот, смотри, у тебя есть, например, всякие сценарии, знаете, где ты должен выбирать. Они должны понять твой метод мышления. В принципе, как ты мыслишь, подходишь ли ты вообще под эту программу и так далее. То есть они, зная, что я там с Кыргызстана, с развивающей страны, они мне могли задать вопрос, как ты относишься, ну, какие, например, методы искоренения коррупции в стране ты там видишь. Вот такие вопросы были, которым я, в принципе, на интервью не ожидала услышать такие вопросы, знаете. Или там они у меня могли спросить вопрос, как ты думаешь, нужно ли придумывать и развивать программу по помощи бездомным, или ты думаешь, что они сами заслужили такие жизни. Ну, то есть это вопросы, которые ты не ожидаешь услышать при поступлении на магистратуру, но при этом они задавались. Потому что они хотели понять, как ты вообще мыслишь. Ну, то есть какое у тебя мировоззрение, есть ли у тебя, в принципе, навыки, чтобы решать какие-то социальные проблемы и так далее. И основываясь на своем опыте, опять же, повторюсь, мотивационное письмо, рекомендательные письма и просто
четко знать, почему ты подаешь на эту программу, и чтобы у тебя были и знания, и навыки, чтобы ответить на вот эти вопросы очень неожиданные, знаете. Потому что, когда я поступала там в Германию по Erasmus, у меня там задавали вопрос, такие базовые, знаете, а почему ты хочешь учиться в Европе, а как ты думаешь, это тебе поможет в будущем? То есть там не были такие вопросы, прям нацеленные на ту программу, на которую ты подаешь. Но на магистратуре уже совсем другое. Ты просто должен четко понимать, куда ты подаешь и что ты хочешь потом да. с этой корочкой магистратуры делать. Это прям такой must был. Сейчас для наших телезрителей ценная информация. Если нас смотрит молодежь, если захотят наша молодежь из Кыргызстана поступить в этот университет, Айдана, вы поможете им? Конечно. Да, слышали, да? Для наших молодежи это ценная информация. Если хотите поступить в этот университет, вы можете обращаться к Айдане, она своими советами вам поможет. Ну, давайте сейчас постараемся зайти и нашим телезрителям показать внутри университета. Давайте. Ну, внутрь мы точно не зайдем, но мы можем подняться наверх. Наверх, да? А ну, давайте. Давайте поговорим о том, как здесь, ну, то есть, чем отличается от других университетов и какие особенности есть здесь? Ну, наверное, для меня самая главная особенность и самое главное отличие от других университетов. Я могу сравнивать с университетами, например, в Европе. Это то, что здесь прям обучают очень узкопрофильно. Ну, то есть, опять же, видите, я сравниваю с опытом своим бакалавриата. Да, но магистратура, мне кажется, в принципе, в любой стране она уже узконаправленная. Но здесь она прям, например, если я выбрала политику и программу социальной политики, то все, ты прям изучаешь каждую деталь, каждый аспект. Ты на каждой лекции, на каждом уроке изучаешь именно какие-то реальные кейсы, что происходит, например, какие-то по своим направлениям, да? Именно вот какие там социальные проблемы в арабских странах, в азиатских, ну, то есть по всему миру ты изучаешь реальные кейсы и работаешь над реальными кейсами. И в итоге, когда ты заканчиваешь магистратуру даже, тут дипломка, она сама по себе, ты должна решить какую-то существующую реальную проблему. То есть, например, я писала, моя тезисная работа, именно дипломная работа, была про money laundering. Ну, то есть блокчейн, было способы решения именно коррупционных схем в спонсировании социальных проектов. Но это такая тема, мне кажется, которая актуальна для любой страны. Да, то есть многие неправительственные организации, многие даже просто какие-то группы NGO и так далее, они все используют какие-то коррупционные схемы, правильно? Ну, то есть это такая боль, мне кажется, любой страны, где деньги, которые направляются на социальные проекты, по сути, не достигают своей цели. Я хотела написать именно про вот это. И вот, моя дипломная работа была посвящена именно вот этой теме, каких-то коррупционных схем в социальных проектах. И это, получается, реальный кейс. Я изучала эту тему, приводила примеры из разных стран, как это действительно используется и как это можно решить. То есть ты не можешь тезисную работу написать просто там про абстрактную какую-то тему. Ты должна прям реальные кейсы защитить и так далее. Это то, что мне действительно нравилось, потому что каждый раз, когда мы, например, на лекциях обсуждали какие-то социальные проблемы, придумывали решения, я понимала, что мы обсуждаем, что действительно сейчас происходит. И когда ты вместе с группой пишешь какой-то там исследовательскую работу, и ты предлагаешь решение, у тебя есть какая-то надежда, что это кому-то будет полезно, какие-то там чиновники это прочитают и поймут, что вот это может быть потенциальное решение. В плане этого, да, ты прям себя чувствуешь какой-то важной, как будто ты делаешь вклад в исправление какой-то ошибки. В этом плане это прям был хороший такой опыт именно для магистратуры. Вот. Давайте о стипендии, о проживании. Окей. Так, как я уже отметила, то есть для меня было важно получить грант на образование, так как по финансам я не могла себе позволить оплачивать контракт и, в принципе, оплачивать все расходы, которые ты будешь тратить в течение своего обучения.
Поэтому я подала на 2 университета, то есть это был Центральноевропейский университет в Австрии плюс Хамад бин Халифа. В Европейском университете мне дали грант на покрытие tuition fee, то есть образование бесплатное, и стипендии не было. Ну, то есть чисто, да, бесплатное образование. Я адекватно понимала, что окей, это хороший оффер, но у меня не было уверенности, что я смогу совмещать работу и учебу. Потом я, получается, получила уже письмо о том, что HBKU, этот университет, предлагает мне получить диплом магистратуры в этом университете. Образование бесплатное, плюс они предоставляли проживание. Ты проживаешь в общежитии, которое находится в образовательном городке. Ну, вот это, где университет находится, это называется Education City, это образовательный городок. Тут есть все для комфортного обучения, начиная там со sport facilities, где есть тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, не знаю, все виды ресторанов, там национальная библиотека, где ты можешь найти любые виды книг, да, то есть настолько все условия созданы, чтобы ты просто училась, знаете. Вот. И плюс они предоставляли стипендию, это где-то стипендия была 3000 реалов, это, ну, может, где-то $800, вот так. И, в принципе, этого хватало на все, потому что, по сути, у тебя остается просто покрыть свои такие карманные расходы и питание. Этого достаточно хватало. И плюс, из-за того, что на магистратуре мы учились только 2 раза в неделю, я подрабатывала. Подрабатывала я в основном на тьюторинге, то есть я преподавала детям с разными особенностями, то есть особенности развития речи и так далее. И плюс преподавала некоторым студентам как помощь при поступлении, знаете, как готовить пакет документов и так далее. Это было больше такое хобби-заработок во время обучения, потому что у меня, в принципе, было свободное время, и почему бы этим не позаниматься, да, вот так. Айдана, сегодня очень хорошая, я думаю, и позитивная, полезная была беседа у нас с вами. Я надеюсь, на это. Да, я хотел бы задать такой вопрос. Скажите свои мотивационные слова для нашей молодежи. Так, окей. Наверное, в первую очередь хочу сказать не лениться, потому что я действительно думаю, что лень – это единственное, что убивает все цели и мечты. То есть просто не лениться, быть терпеливыми и верить в себя. Наверное, это 3 качества, которые помогут реализовать все цели и все планы, которые у вас есть в голове. Мы сейчас вам дадим свободный микрофон. Вы можете свои пожелания, приветы передать нашим кыргызстанцам, родителям, родственникам. Так, в первую очередь хочется поблагодарить ваш канал. Спасибо. Мне кажется, это классная возможность показать наших соотечественников, которые действительно через тернии к звездам, то есть через упорный труд добиваются многих высот. Возможно, моя история не совсем крутая история успеха, но тем не менее я надеюсь, что мой опыт кому-то окажется полезным. И со своей стороны хочу сказать, наверное, я больше человек, который всегда пропагандирует образование, и я хочу сказать, что я всегда рада помочь нашим, если со всеми силами, которыми я могу, советом, какой-то помощью именно в подготовке документов и так далее. То есть они могут к вам обращаться, да? Да, конечно. Я очень люблю видеть за рубежом успешных кыргызов. И это всегда вдохновляет меня. И я очень горжусь этим. То есть даже на работе, когда я слышу комплименты, в принципе, о нации кыргызов от иностранцев, это всегда греет мне душу. Поэтому я в какой-то степени хочу сказать, что я горда быть кыргызской. И я горда, что я с Кыргызстана. И
я люблю свою страну и желаю просто процветания. Айдана, спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, она получилась интересной, полезной. Я думаю, наша молодежь от этой передачи получит максимум пользы для себя. Да? И позвольте, пользуясь моментом, подарить вам небольшие наши подарки от нашей компании, от нашего YouTube-канала. Да? Вот, это вам на память от нас. О, спасибо!